Алексея Островского знают в Ленском районе все. Он мастер спорта России по пауэрлифтингу, председатель Федерации пауэрлифтинга Республики, тренер, ведет секцию по данному виду спорта для юношей и мужчин. Он же начальник караула пожарной охраны и премьерный семьянин. Родился и вырос Алексей в Ленске, в обычной семье. Мама молодого человека, педагог с 50-летним стажем. Она учитель начальных классов. Папа всю жизнь занимался предпринимательской деятельностью. Сегодня на пенсии. Живет в другом городе. К нему сын регулярно ездит в гости. Что касается героя нашей передачи, то где родился, там и пригодился. Это выражение как нельзя лучше подходит, чтобы охарактеризовать ту деятельность, которую ведет сегодня Алексей в районе. Более подробно мы обо всем расскажем чуть позже в нашем репортаже. Сначала поговорим о жизни Алексея, его увлечениях и семье. Как мы уже сказали, молодой человек – коренной житель Якутии, ленчанин. Окончив школу, поступил в Ленский техникум. Получив специальность, отправился на службу в армию. Там он был водителем пожарной машины. Отслужив год, молодой человек вернулся домой, устроился в пожарную часть пожарным. Служил и параллельно получал высшее образование. 4 года назад Алексей получил повышение. Сегодня он начальник караула первой пожарно-спасательной части. В мои обязанности входит это руководить личным составом караула, то есть реагировать на все вызовы, которые приходят, то есть когда заступает наш караул, любой вызов, то есть это подразделение, если стоит второй караул, вы всегда там увидите меня. То есть я приеду на помощь в случае пожара, либо открывание дверей, да, либо выполнение каких-то специальных аварийно-спасательных работ на пожаре. Служба в пожарной части обязывает быть в спортивной форме. Алексей, сколько себя помнит, всегда занимался спортом. Посещал спортивный зал, а в 2015 году он заинтересовался пауэрлифтингом. Нашел единомышленников, среди них Федор Сидоров, теперь уже близкий друг Алексея. Вместе они начали посещать секцию, и увлечение переросло в образ жизни. Оно полностью поглотило ребят. В 2016 году сюда приехал такой Артур Цинк. Мы с ним очень хорошо подружились. Он видел, что я занимаюсь. Он был таким ярым пауэрлифтером. И он нас так заметил. Мы подружились, начали заниматься в зале карат. И он сказал: а что, ребят, давайте попробуем. И мы начали заниматься, что-то какую-то начали осваивать экипировки. Тогда еще классического пауэрлифтинга не было. Трейбори и жим. То есть это только экипировочный пауэрлифтинг. И мы начали с ним потихонечку заниматься. Он научил меня мотать бинты, как это делается. Мы прикупили такой, я помню, старенький комбез. Это такая экипировка, я имею в виду, как борцовку-то ребята ходят там. Он из такой жесткой ткани тоже, он дает небольшую прибавку. И мы, с ним прикупили эту экипировку или где-то нашли ее, так понял. Я помню, она была очень маленького размера, ее мы прям очень через пакеты натягивали. Это я напомню, что это 16-й год. Натягивали через пакеты. В общем, это все было дико неудобно, и мы вообще не понимали, как это... Я вообще не понимал, как это там все работает и как это будет. Мы так потихоньку шли, и, в общем, на сумму кандидата в мастера спорта вышли. Собрав сумму в кандидаты в мастера спорта, Алексей отправился на первые соревнования. Оплатил поездку начинающему пауэрлифтеру спорткомитет. На турнире Алексей выполнил сумму кандидата в мастера спорта. С этого момента все и началось. В 2016 году я выполняю кандидата в мастера спорта, и мы начинаем потихонечку штурмовать республику. В Мирнинском районе уже выступаем в экипировке, показываем хороший результат. Мы там на первенстве Мирнинского района уже там в призовой тройке. Сидоров Федор, его выигрывает там парнишка, который в экипировке, потому что у него тогда еще не было экипировки комбеза, там бинтов, и он ему проигрывает. И я помню, его так это зацепило, Сидорова Федора, и он прям так загорелся и ехал, и говорил: все, я покупаю тоже экипировку, мы берем хорошую экипировку и начинаем в ней тренироваться. Потом мы едем на республику, это уже я, Сидоров и Иванский. И мы прямо, они на нас смотрят и говорят: ребята, вообще откуда мы? То есть мы приезжаем, мы в 93-й категории с Сидоровым, я первое, он второе занимает. Иванский там 105-й, он, кажется, выступал, потом там 120-й, он тоже там занимает, это всегда призовые места. И потом мы пошли 17-й, 18-й год, и потом как-то нас позвали выступать в альтернативную федерацию. То есть это большой мультитурнир, который начинается «Золотой тигр», который проходит ежегодно. И мы, едем туда.
Сидоров здесь, он на крайних тренировках получает травму. Ну, немножко у него там небольшая травма руки. И, значит, я выступаю, выполняя там мастера спорта. Они тоже дают такие же корочки. То есть она точно такая же, красная, она ничем. Ну, то есть, как бы ценности она такой не имеет. Ну, и мы поняли, что, это, немножко не то. И снова пауэрлифтеры поставили для себя новую цель – попасть в Федерацию пауэрлифтинга России. Алексей начал усиленно тренироваться. Брал онлайн-уроки у известного именитого спортсмена, тренера с Иркутской области. За год непростых тренировок тяжелоатлет приблизился к нормативу мастера спорта. Но пришла пандемия, процесс остановился. Многие соревнования были отменены. Пауэрлифтинг ушел у Алексея на второй план. Он настроился на учебу. Получил доп. Образование и решил попробовать себя в роли тренера. Но желание достичь поставленную цель не отпускало. Спустя время все снова вернулось на свои круги. В 2023 году мы с Сидоровым заново встречаемся, начинаем тренироваться. Я ему говорю: Федь, давай уже все, до мастера спорта. Это я ему вообще шутя так сказал на самом деле. И как-то, знаете, у него был большой перерыв, потому что он залечивал травмы свои, у него был большой перерыв. И он начал, у него прямо так поперло хорошо. То есть мы начали тренироваться, у него так все хорошо идет в каждом движении. Он даже стал меня обгонять. Я перешел в 105-ю категорию, и при том по сумме он меня всегда обгонял. И как-то вот этот год, 2024-2025, он прямо очень на хорошем уровне выступал. То есть он сумму мастера спорта порядка 6 раз собирал на разных турнирах. И как-то у нас там так все хорошо пошло. Мы приехали в Москву, у нас там все так хорошо сложилось. Я собрал сумму, там даже немножко превышающую норматив мастера спорта. Тогда она была 720 килограмм в 3 движениях. Тогда я 275, кажется, присел, 187 пожал и что у меня там 280, не могу сейчас не вспомнить точно, 285 я потянул. То есть сумма, она получалась там порядка 700, даже 40 килограмм, 9 из 9 подходов я сделал тогда. Очень я как бы хорошо настроился. И все, и Сидоров тоже, он очень хорошо выступил, подали документы потом по приезду на мастера спорта, вот уже год ждем. Вот они буквально со дня на день, они, должны присвоить. Алексей, можно сказать, стоит у истоков развития пауэрлифтинга в районе. Это отметил и Александр Гренадеров, президент Федерации пауэрлифтинга Якутии, во время своего приезда на республиканский чемпионат по пауэрлифтингу. Он также рассказал, что организовать чемпионат республики в Ленске федерация планировала давно, но как-то не получалось. Благодаря Алексею Островскому все же удалось воплотить идею в жизнь. Ваш тренер по пауэрлифтингу Ленский прям молодец, просто молодец. И благодаря ему, наверное, даже в большей степени, чем кому-либо, это все здесь состоялось. Потому что он очень энергичный, такой заряженный, сразу делает, предлагает, тут же делает. Это сделаем, то сделаем. Все, мы приехали, на все готовое. Мы обычно все это сами собираем. А тут приезжаем, все стоит. Все стоит. Мы взяли только планшет с собой, компьютер и все. И вот работаем. Вот настолько все замечательно. На чемпионате присутствовал мастер спорта международного класса, вице-чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы, многократный победитель чемпионатов и Кубков России, рекордсмен России, абсолютный чемпион России Ярослав Чаповский. В интервью он отметил, что очень радостно, что пауэрлифтинг в Ленском районе стал развиваться, и притом очень быстрыми темпами. Спортсмены сильные и очень перспективные. Ленск, как бы он был в стороне, и он не принимал никакого участия в соревнованиях. И мы очень всегда переживали за Ленск, потому что не верили и в то, что нету спортсменов. Ленск – это такой край сильных, здоровых мужчин, и почему-то они не участвовали. И благодаря появлению такого спортсмена и такого человека, болеющего за наш вид спорта, как Островский Алексей Валерьевич, появился в Ленске вот этот вид спорта и вышел, можно сказать, как бы на арену. Ленский район вошел в историю. Это первый чемпионат республики по пауэрлифтингу за всю историю существования пауэрлифтинга.
Алексей тоже участвовал в чемпионате республики. Собрав сумму в мастера спорта, показал лучший результат. Пауэрлифтеру в своей весовой категории нет равных. Но и на достигнутом молодой человек останавливаться не планирует. Сегодня он вице-президент Федерации пауэрлифтинга республики и мечтает уже о переменах глобального характера. С 2010 года были рекорды республики вообще потеряны. Ну, то есть рекордов в республике нету. И, ребята очень просили, давайте рекорды, там надо рекорды. Ну и федерация всегда как-то отшучивалась. Но я понимал, что это проблема, что их нету. И то есть мы здесь совместно с Игорем Соловковым, он секретарь у меня здесь, мы с ним проводим соревнования. И мы с ним, я говорю, давай поработаем над этим, давай сделаем рекорды. И то есть мы достали все протоколы, порядка как у нас появился классическое троеборье, и мы сделали рекорды республики, проанализировав протоколы с 2017 по 2025 год. Мы выбрали там самые лучшие результаты, сделали список рекордов республики, и даже так получилось то, что я являюсь рекордсменом. И сейчас я смотрю, у людей появился интерес, даже такая небольшая мотивация, что как-то там посмотреть, вроде снять рекорды. Работа вот так вот ведется. Тренером по пауэрлифтингу герой нашей передачи работает уже 10 лет. 8 из них Алексей тренировал только взрослых, а 2 года назад набрал юношей. Теперь их учат быть сильными и выносливыми. Я потом переучился еще на тренера, то есть доп. Курсы прошел, и у меня сейчас педагог дополнительного образования, то есть именно этого в принципе достаточно, чтобы тренировать, и свой опыт. Вот сейчас стараюсь где-то там свой опыт передать, вроде у ребят неплохо получается, они даже где-то разряды там кто-то получает, сейчас Антипина хотелось отметить, это такие люди, уникумы, которые приходят, они очень редко и очень быстро выполняют норматив мастера спорта и потом на этом завершают. Я не хотел бы, чтобы его путь заканчивался, я бы хотел, чтобы он уехал учиться, попал там в сборную, и мы видели его потом и на чемпионатах Азии, куда нам сейчас есть выход, да. Он с такими хорошими результатами, я думаю, что на следующий год он выполнит норматив мастера спорта. Николай Антипин на данный момент самый перспективный молодой пауэрлифтер Ленского района. Занимается этим видом спорта 2 года. За это короткое время добился высоких результатов. На каждом соревновании молодой человек показывает свои силы, умения, технику выполнения упражнений. Это результат продуманных до мелочей тренировок и стремления к успеху. Сейчас приседаем, фронтальный присед у меня, у всех, у моих друзей. Тренер приседает со штангой на плечах. Тренируем спину, чтобы не наклоняться, чтобы больше приседать. Я начал в спортзал просто ходить, штанги поднимать, там, бицепсы, трицепсы на турниках. Потом понял, что это не перспективное дело. Лучше я буду ходить, чем-то заниматься, показывать все свои результаты, чем просто так холостую ходить. 14 лет, первый раз присел, потянул на 150 килограмм, присел 140 или 130. Когда пришел на первых соревнованиях, это получается, 1,5 месяца я прозанимался здесь, в этом зале. Получается, присел 150 килограмм, пожал 110 и потянул 200. За 200 у тебя переваливает уже, да? Да. Тренируемся, стремимся к победам. Еще один перспективный спортсмен Игорь Соловко. Он кандидат в мастера спорта России. На прошедшем первенстве Ленского района я присел 207,5 килограмм, 155 пожал и 215 потянул. Сумма составила 577,5. И какой вы заняли? Я занял 2-е место в категории своей и 1-е место в абсолютном зачете по жиму. Мне, во-первых, нравится тренироваться, поднимать. Во-вторых, честно, очень удобно график свой составить, так как я уже работаю, и это можно встроить в тренировочный процесс, в работу и в жизнь. Тренировки по пауэрлифтингу проходят в понедельник, в среду и пятницу. Остальные дни разгрузочные для восстановления. Тренер-преподаватель ведет занятия в первой школе. Спортсменам выделено небольшое помещение. Здесь пауэрлифтеры установили необходимое оборудование и тренажеры.
Когда я начал заниматься, мы частично начали какое-то оборудование самостоятельно подкупать. А потом я делал заявку на комитет физической культуры как тренер. Я делал заявку, и они, то есть, закупили нам помост. Они закупили нам помост и вот эту вторую стойку. И на чемпионат они вот нам купили третью стойку. В преддверии чемпионата вот Иван Александрович Сидоров еще нам закупил соревновательные блины, вы их вот видите сзади меня. Они чем отличаются? То есть, если толстые блины, они вот тяжелоатлетические, они толстые. А эти тоненькие блины, то есть именно на соревнованиях по пауэрлифтингу используются тонкие блины. То есть мы закупили комплект этих блинов, купили хорошую штангу, чтобы провести чемпионат. Ну, то есть это все как бы здесь у нас вот остается. Тренируются у Алексея Островского две группы. Первая – это взрослые мужчины, в которой кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Вторая – юноши. В ней воспитанники до первого взрослого разряда. Всего на данный момент пауэрлифтингом занимается 15 человек. Надо сказать, что секция для всех совершенно бесплатна. Занятия проходят в разное время – с 6 часов вечера. Молодежь приходит пораньше, взрослые позже. Поэтому очень часто тренер задерживается в зале и до 10 часов вечера. Я всегда задаю вопрос, вот когда мне там говорят такой, типа, мне надо там накачаться, мне надо подкачаться. Я говорю, понимаешь, ну нету такого понятия, да, там, подкачаться. То есть ты вот скажи, я хочу вешать, вот, например, если сейчас мы возьмем март, да, март, ну вот, например, в июле я хочу вешать столько-то. Все, есть цель. То есть в июле я хочу вешать, например, на 10 килограмм меньше. Все, у нас есть цель. Теперь осталось сделать план и его реализовать. Вот так работает пауэрлифтинг. То есть у нас есть соревнования, у нас до соревнования 3 месяца, мы делаем план, выходим на пик силы, выступаем. То есть вот я приседаю, предположим, 290 килограмм я их приседал, но я же их не могу приседать постоянно. Это мои показатели при выходе на пик силы. То есть этот пик силы, он буквально там неделю-две, там мы его держим, может месяц, да, его держать. Но постоянно на этих весах ты просто физически и как бы психологически ты не удержишься. Это, ну, очень тяжело. На занятиях лифтеры, конечно, не поднимают без остановок штангу. Тренировки проходят разнообразно и нацелены на всестороннее развитие. С молодежью Алексей Островский обязательно беседует на темы здорового образа жизни, делится секретами мастерства. Все спортсмены давно стали одной большой семьей, в которой и выслушают, и поддержат, и порадуются за успехи другого. Помогает, поддерживает и разделяет интересы Алексея и его друг Федор Сидоров, мастер спорта России. О нем много раз в своем интервью упоминал герой нашей передачи. Начали ходить в спортзал, там, потому что есть у нас тренажерный зал в пожарной части, и начали так ходить просто там, качаться. Ну, а потом как-то это все переросло, вот так вот начали выступать. Можно сказать, лучший друг мой всегда поможет, где-то там позвонишь, всегда выручит. Как тренер тоже очень хороший. Благодаря ему, наверное, достигли таких результатов, что вот, выполнили мастера спорта. Ученики Алексея показывают отличные результаты. Тренер вырастил несколько кандидатов в мастера спорта. С 2 в конце апреля он едет на соревнования «Огни Москвы». Почему мы выбираем всероссийские соревнования «Огни Москвы»? Потому что там порядка 900-800 спортсменов заявляется. То есть там вот 105-я категория, вот такие, которые живые самые, это 74-я, 83-я, 93-я, 105-я. Там всегда будет. Там вот будет у тебя в категории 90-80 человек, там всегда будет 5-6 человек в категории из регионов с разных. То есть мы выступали, там было и Камчатка, и Приморский край, и Дагестан был, и Чеченская республика была, то есть и мы как бы республика Саха, то есть просто там смотришь, география, оно бешеная, едут все туда, потому что там сейчас можно вот мастера спорта выполнить. Тренер всегда рад новым лицам, которые заинтересованы этим видом спорта, всегда готов принять к себе в команду, научить и помочь стать мастером спорта каждому. Главное, отметил он, чтобы у юношей было желание заниматься и идти к поставленной цели. Алексей это тот человек, который двигает, значит, пауэрлифтинг не только в Ленском районе, но и в республике. И в каком виде он сейчас существует, в каком виде сейчас проводятся соревнования, этот уровень, это благодаря ему. Он не только как тренер, но и как, так сказать, двигатель этого прогресса. Потому что помимо тренировок необходимо и организационной деятельностью заниматься. А это не просто. Энергии у Алексея хватает и на тренировки, и на организационную деятельность.
Во время нашей съемки мы заметили, что между тренером и подопечными полное взаимопонимание и доверие. Алексей настраивает юношей на победу всегда. А когда удается достичь какого-то определенного уровня, эмоции не описать словами. Тренер признается, что это то, ради чего стоит пережить все трудные тренировки, побороть свою лень и слабость. Ну а у кого уж точно нет ни лени, ни слабости, это у дочки Алексея. Мы были очень удивлены, увидев Диляру, 7-летнюю девочку, в спортивном зале, да еще и поднимающую штангу весом в 10 килограмм. Диля регулярно приходит вместе с папой на тренировки, работает по своей отдельной программе и, надо сказать, с ней отлично справляется. Впереди у Алексея Островского и его воспитанников много чемпионатов. Все его планы связаны с успехами учеников. Выполнить нормативы мастера спорта, вырастить чемпионов России. И задачи это более чем досягаемые. Семья героя нашей передачи, как уже стало понятно, спортивная. Супруга и единомышленница. Виктория тоже занимается пауэрлифтингом. Участвовала в районных и республиканских соревнованиях, где занимала всегда призовые места. Заниматься мы начали вместе это с 2017 года. Это были мои первые соревнования. 2018 год уже, будучи в положении, я поехала. Это старшей дочерью. А в положении я заняла 2-е место. Потом, соответственно, период реабилитации 1,5 года. Потом я опять выступала на ленских соревнованиях. А потом немножечко промежуток просто поддерживала себя в форме. Потом опять забеременела младшим. И опять у меня республиканские соревнования. Я опять, будучи в положении, опять поехала. Это 2023 год. В экипировке я выступала. Опять тоже заняла призовые места. Сегодня у Виктории вырваться в спортзал получается редко. Основное время занимает служба. Недавно девушка получила повышение. И, конечно же, воспитание детей остается приоритетным направлением. В пожарной части я служу с 2012 года. В 2022 году я назначена на должность замначальника отдела Госпошнадзора. Да, и сейчас в этой должности. Занимаюсь я это непосредственное соблюдение требований пожарной безопасности гражданами и юрлицами. Это проверка объектов контроля, которые находятся на территории всего Ленского района. Да, это не то, что в части в городе, да, это наши населенные пункты. Это защита населенных пунктов угрозе подверженных лесных пожаров сейчас начнется у нас, да, весенний пожароопасный период. Ну и расследование причин пожаров. Надежда вернуться в спорт Виктория не оставляет, пока поддерживает супруга. Рассказывает, что Алексей может сутками говорить о пауэрлифтинге. Можно сказать, дышит штангами и железом. 24/7, наверное, когда я ему говорю, даже немножечко, Леш, ну может уже, ну хватит. Да-да, все, хватит. И тут же ко мне подходит, смотри, он там столько-то потянул. Или, смотри, какое там расписание сделал. Думаю, о боже, он просто неисправимый. В этом плане просто 24/7, он что-то постоянно думает, что-то гоняет. А когда он стал вице-президентом федерации, так это просто с ума сойти. У него какие-то новые идеи. Вот они там разработали таблицу рекордов. И теперь у него новый статус. Он каждый день про какого-то спортсмена пишет, опубликовывает, кто сколько потянул, кто сколько пожал, и какие у него там новые звезды, новые перспективные спортсмены. Старшая дочь Островских натура творческая. Девочка любит рисовать, хорошо читать стихи и, конечно же, обожает спорт. Я на нее смотрю и не могу понять, в кого. Вот у нее вот она может целый день сидеть дома, она может рисовать, бисером заплетать. Как-то мы ее даже одну дома оставляли, я просто по камере дома смотрю. Она с самого утра села, и она просто может не вставать. Она вот на стульчике посидит, позанимается, потом на стол полностью посидит, на столе полностью порисует. Я только в камеру говорю, слезь, а то упадешь. Может целый день сидеть, заниматься, да. Стихи читает дважды, это этот год и прошлый год. Она занимала первые места в живом слове. Живое слово читает стихи, и ко Дню Победы всегда стихи читает. В копилке у Диляры немало наград. Вот это на ГТО я получила. И вот эти тоже 2 на ГТО. Вот это по стихам. Это моя первая медалька, а вот это 2-я медалька за участие. Наград Алексея в доме Островских тоже множество. Они занимают целую стену в гостиной. Здесь расположились кубки, дипломы, грамоты и десятки медалей с различных соревнований. С каждой связана своя история, которую с удовольствием рассказал мастер спорта России по пауэрлифтингу, герой нашей передачи.
Это был 19-й год, город Владивосток. И, к сожалению, бронзовая медаль. А второе место я проиграл по собственному весу. То есть мы пожали с парнем из Приморья 210 килограмм вместе. И он оказался немножко полегче меня, поэтому вот он выиграл. Ну, там золото как бы вообще хорошо. И, наверное, вот это тоже сейчас для меня, ну, одна из таких ценных медалей. Пускай оно за 3-е место, да, но это абсолютный зачет. Это, то есть, в тройке самых сильных спортсменов Дальнего Востока. То есть, вот эта медаль за категорию, то есть, в 105-й категории 1-е место. А вот эта медаль именно абсолютный зачет. Это среди всех спортсменов Дальнего Востока, то есть, по коэффициенту, вот, 3-е место я занял. Ну, то есть, из всех категорий. Ну, то есть, там есть довольно сильные спортсмены, приезжали, которые выступали на Азии, там уже выезжают, поэтому там серьезную сумму поднимали, вот я горжусь. Семья тоже гордится заслугами главы, ценит, верит в него и его успех. Я Алексей, часть семьи Островских. И каждый день рядом со мной мои любимые. 6-летняя дочка, сын, которому скоро будет 2, и моя супруга Виктория. Вместе мы создаем ту особую атмосферу, в которой растут наши дети, учатся ценить семейные традиции и спортивные достижения. Мы с Викторией не только дома, но и на службе, и в спортзале, всегда вместе. Наша общая работа в МЧС, тренировки и соревнования только укрепляют наши семейные узы и показывают детям пример настоящей командной работы. Моя спортивная семья начинается с жены. Настоящий пример силы духа. Даже во время беременности она не оставляла тренировки и продолжала побеждать. Наша дочь впервые вышла на пьедестал в 5 лет, а теперь подрастает сын, в котором я вижу тот же огонь, что когда-то горел во мне. В нашей команде каждый поддерживает друг друга, и это создает особую энергию. Мы не просто спортсмены, мы семья, где взаимовыручка и единство сильнее любых преград. Пока горит спортивный азарт в наших сердцах, пока мы вместе, нам все по силам.